В эпоху Хунны, второй век до нашей эры, первый век нашей эры предки уйгуров, джинлина, подчинялась Маде, основателю империи Хунны, и входили в конфедерацию как один из 26 племен Хунну. После распада Хунны, 48 год нашей эры, раздел на северных и южных Хунны, часть джинлинов отделилась, часть смешалась с Хунной. 3-4 век. Из Хунну и джинлинов выделяются предки уйгуров под названиями Тели и Легауча. Высокие повозки, по характерным большим колоссам их телег. Они уже самостоятельно воюют с южанами, Синьби и Северный Вэй. В это время, в 407 году, вождь южных Хунну Халан Бабо провозгласил себя императором и основал государство Великого Са. Он двинулся на юг, захватив несколько городов на севере у поздней Цинь, а после продвинулся на запад и на юг, покорив Южную Лань, и стал могущественным правителем севера, владея 3 регионами. В 413 году Халан Бабо осмотрел горы и реки, выбрал священное место и лично определил место для столицы. Он был очарован равниной Шафан на севере от реки Уджиншуй. Он восхищался, с древних времен, от эпохи Мэй и Цзин до Лан и Гуан, чистые потоки 2 поколений, невидимые и многочисленные, но ни один не сравнится по красоте с этим. Тогда он мобилизовал оставшихся в Линбе 100 000 человек и здесь начал строительство столицы, назвав ее Тунван. Бабо сам сказал: «Я объединю Поднебесную, буду править 10 000 государств, поэтому название Тунван». Строительство Тунванчина длилось 6 лет. Халан Бабо в планировке Тунванчина всячески подражал Чиньяню и Лаяну. Согласно записям, после завершения Тунванчен был огромен по масштабам и величествен по духу. Все постройки были украшены резьбой и картинами, покрыты парчой и вышивкой. Окрашены в яркий цвет, великолепие и изысканность достигли предела. Тунванчен состоял из 3 частей – внешнего города, восточного города и западного города. Хунны поклонялась месту восхода солнца, поэтому Тунванчен был обращен фасадом на восток, а спиной к западу. Бабо в западном городе открыл ворота на все направления. Центральную назвал Джаравей, южную – Чиасун, западная – Фулан, северная – Пиншуо, проявляя свои амбиции объединить государство всех частей света. По преданию, при строительстве города, чтобы добиться прочности, рабочие утрамбовывали землю, а надзиратели проверяли качество железным шилом. По углам города выступали наружу прямоугольные или квадратные платформы бастиона. Самая высокая юго-западная достигала 32 метров. Крайне редкое явление в истории мирового фортификационного строительства. На северо-западном и юго-западном углах сохранились широкие следы рва. Хотя прошло более 1600 лет, эрозии ветром и дождем, стены остались твердыми, как прежде. Это доказывает истинность слов Хунны «кинжалом не пробить». На дальних участках восточной и западной стен было построено выступы, лошадиное лицо, похожий на морду лошади. Воды текут на восток, великая пустыня погружается в сумерки. В 427 году неприступная, как золотая крепость, Тунванчен в конце концов была взята Северный Вэй. Великая Са, просуществовавшая всего 24 года, исчезла в бескрайней пустыне Марасу. Город Тунванчен пережил государство Северную Вэй, Западную Вэй, Суй, Дан и 5 династий вплоть до династии Сун и всегда оставался важнейшим политическим и военным центром юго-Ордосского плато. В период своего расцвета более 600 лет она выполняла важные городские функции в регионе Хатаро, особенно в поздний Тан, 5 династий и раннюю Сун. Тунванчен вместе с Дунхуаном и Хэси служила главным узлом связи и обмена. Основные пути из Гуанчуна, центральной равнины в западный Уйгурский край, проходили через Тунванчен. Это был один из важнейших магистральных путей шелкового пути того времени. После падения Тунванчена в 427 году и полного уничтожения государства Великого Са в 431 году, южную Хунну Халан Бабо и его потомки растворились в окружающем ханском населении. К VI и VII векам южную Хунну полностью китаизировались. Они жили среди ханцев, принимали китайские фамилии, женились на китайцах, приходили в даосизм и конфуцианство. В Северной Вэй и империи Суй и Тан они уже не выделяются как отдельный этнос, полностью сливаются с местным населением.
Как продукт слияния кочевой и земледельческой культур центральных равнин Китая, Тунванчэн имеет огромную историческую ценность для изучения политики, культуры, архитектуры и военного влияния периода 16 государств, а также является осязаемым свидетельством истории Хунны. Пока Южную Хунну строили Тунванчэн и врастала в китайский мир, северные Хунну ушли в Великую степь. После разгрома в первом веке нашей эры они откатились к Алтаю и в Семиречье, и оттуда часть их потомков, Гунна, в IV-V веках, во главе с Аттилой, дошла до Европы и покорила огромные пространства от Волги до Рима. Северный родственный народ, Джинлина, когда-то входивший в конфедерацию Хунну, после разделения на южных и северных, остался на земле предков и дал потомков, которых в китайских хрониках называют Гарчи или Тела. Союз племен Тела становится народом уйгур и создаст уйгурский каганат, который не раз спасет империю Тан от гибели. А на землях Тунванчэна через 600 лет Тангута при помощи уйгурских купцов построят государство и назовут его также Великое Са. Китайские хроники Сун Ши отмечают, Тангута взяли имя древнего хунского царства Са, чтобы подчеркнуть преемственность и древность. Прошли тысячелетия, сменилась эпоха, государства и народа. Тунванчэн, драгоценное наследие, оставленное южным Хунну потомкам, это неоконченная летопись, написанная южным Хунну. Это историческая вершина, созданная южным Хунну. По-настоящему ценное выдерживает испытания временем. Древние руины Тунванчэна сияют на весь мир и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, на которое люди смотрят с восхищением.